Так, ребята, всем привет! Всех приветствует Гибрид-центр Якутск. В общем, как и обещал, я снять обзор на свой автомобиль. Вот, недавно приобретенный. Это у нас Harrier, 2015 год, 2.5, гибрид, 4 ВД. В общем, что хочу про него рассказать маленечко. Автомобиль мне очень понравился. Он мне понравился еще, когда я его не купил. Как бы мечта была такая, либо Harrier взять, либо все-таки Lexus RX 450, да. Очень хотел 450, но как бы 450 он очень дорого стоит. Он уже более, ну, где-то близко к 5 миллионам он стоит, примерно вот так вот. Поэтому выбор пал на Харриера. Он также красивый, в принципе. Функционал у него такой же практически. Ну, интерьер немножко похуже. Ну и все. Ну и то я бы не сказал, как бы. Мне нравится. Меня все устраивает. Единственное, что здесь нет панорамной крыши. Вот, у этого автомобиля. И все. Больше как бы... У меня мечта была панорамная крыша, конечно. Ну, такой вот попался автомобиль. Зато у него хороший пробег. 44 тысячи всего километров. Не скрученный, ничего. Как бы автомобиль в хорошем состоянии. Вот. Ну что могу? Давайте немножко про техничку. Про техничку, значит. Мотор здесь стоит от Camry. Вот. Вся гибридная система у него тоже практически камрюшная. Вот. Что там еще можно сказать? Батарейка у него 34 элемента. Вот. Хорошо она как бы стреляет вообще. Мощности ему очень хватает. Машина очень с хорошей аэродинамикой, красивая. Есть фишки такие вот, типа как электронный багажник. Это уже как бы круто считается. Ну, сейчас у всех, конечно, современных автомобилей это есть, но это все-таки элемент лакшери. Вот. Багажник у него вместительный, в принципе, всего хватает. Шторка есть на багажнике. Что еще? Салон с элементами алькантары. Вот такая строчка уже идет у него, более качественная. Здесь комбинировано. Здесь кожа, а здесь алькантара. Потолок вот черненький вот такой вот. Что еще мне досталось? Мне Android магнитола. Ой, вот такая Android магнитола досталась. Что еще? Регистратор есть. Тоже достался мне от хозяев. И коврики Кунка. Ну, сейчас тут уже грязновато. Сейчас на автомойку поеду. Вообще, наверное, перед обзором надо было, конечно, на автомойку съездить. Но у меня ситуация такая, что мне надо было по делам. И место локации очень мне нравится, красивое. Такие вот дела вот. Ну и заодно и сделал видеообзор. Так вот, по лошадиным силам у 2.5 мотора 178 лошадиных сил. Это у нас 131 киловатт, походу. Максимальный крутящий момент 221 ньютон-метр. Ну, то есть тяговитая машина, по сути. Вот. Мотор здесь стоит от Camry. Еще раз говорю. Это у нас кузов AVU 65W у гибрида. Ну, комплектация это, по-моему, как-то она Elegance называется. Вот так вот. Elegance комплектация. Вот. E4. Это у нас электронный 4 ВД привод. У него получается сзади стоит электромотор. Спереди у него инвертор. Тоже коробка, планетарная передача. Ну и все это вместе взаимосвязано. То есть он 4 ВД дает с помощью электромотора. Какая у них болячка у этих Camry есть? Ну, в принципе, говорят, инвертора иногда бывает выходит из строя из-за того, что он 4 ВД, нагружается. В принципе, больше как бы по двигателю особо, ну, масложор бывает у некоторых начинается, но это если масло какое-нибудь плохое заливать или перекатывать его, еще что-нибудь. А так, в принципе, мотор тоже очень сильно надежный, хороший, тяговитый, ему его вообще достаточно.
Ходовка. По ходовке она тут не очень такая мощная. Говорят, что на хорьках она слабенькая. В принципе, ходовка. Шаровый и все такое. У него многорычажка, поэтому еще и выдовая. Массы много, хватает. Это уже не Камри, считай. Но как бы бывают нюансы по ходовке. Все, в принципе, здесь только слабая ходовая часть, все остальное все четкое. Сразу надо масло менять, по идее, в заднем редукторе. Здесь два контура охлаждения, так же, как и на всех Тойотах. Это инвертор охлаждается отдельно и охлаждается отдельно двигатель. Вот. Единственное, у него что нюанс, что у него помпа электронная есть. Она инвертор охлаждает, а на двигателе у него уже помпа приводная. Не как на Тойотах. На Тойотах она у них электронная тоже. На двигатель идет. А здесь нет. Здесь приводная. Ну и что здесь у нас получается? Вот такой вот шикарный автомобиль, в принципе. У него обвесы бывают. Обвесы разные есть. Медалиста. Есть без обвесов автомобили. Вот. Есть, что у нас там, комплектации с люками, без люков. Как бы машинка вот такая вот. Комплектаций очень много. Есть у них еще отличие. Более-менее их фаршируют еще больше этим музыкой на хороших комплектациях. Там уже стоит этот JBL-ка. И сзади в багажнике есть буфер. Здесь его нету. Ну а так, что еще здесь? В принципе, все. Это отличие. Вот гибридка завелась. Он перешел на гибридную установку. Есть у него контроль полосы. Так же, как и во всех автомобилях. Круиз-радар, электронные, электрические сиденья, подогревы сидений, двухзонный климат-контроль. Вот это вот плюшки егошни, то, что он можно разделять ему зоны право-лево. Вот такая строчка идет у него уже тоже красная. Отделки, вот тут уже отделка немножко покачественнее идет, покруче. Вот досталось мне вот с таким вот стеклышком, но я буду это устранять, это ничего страшного. Видать, при перегоне прилетело что-то. Что еще у нас тут? Капот посмотрим, покажу капот. Сердце покажу автомобиля. Вот такое у него подкапотное пространство. Вот он у него отдельный контур охлаждения двигателя, отдельный контур охлаждения этого инвертора. Все, батарейка у него находится сзади, за сидушкой. Мотор, в принципе, удобно очень обслуживать. Обслуживать здесь надо так же, как и у всех автомобилей, дроссельную заслонку. Что еще? Свечки вовремя менять. Ну а остальное все. Антифризы, масла, масло в коробке, в планетарной передаче. Из масел сюда идет в планетарку Toyota VS заливается. В редуктора тоже Toyota VS заливается. Потом мотор льешь любое по допуску 0V20. Ну я залил сюда Moly Green. Что еще? Из тосолов, антифризов надо залить что-то японское. Но у нас Якутия, здесь надо сразу заливать что-то минус 50. Либо какой-то жесткий концентрат разбодяживать. Ну и в принципе машина такая. Доступ есть хороший. Не как в других автомобилях. Здесь можно снять что угодно. Залезть куда угодно. Система EGR на этом автомобиле тоже присутствует, но на этих автомобилях она толком не обслуживается. Почему? Потому что ее не нужно обслуживать. Здесь толстые каналы, они практически не забиваются, эти автомобили. Что Camry, что Crown. По сути, это все братья. Crown, Camry, Harrier, Crown. Это все однотипные машины. Только кузова у них у всех разные. Батарейка такая же, гибридная установка ровно такая же. Все. Что могу еще сказать? Ну,
Двигатель здесь стоит у нас рядный 4-цилиндровый, бензинка 2,5, объем идет и на Камрюхе, 55-ю будку, что еще, на Валфайре такой же ровно двигатель, Альфард, Валфайр, это все, я говорю, братья. Вот эти все машины, они практически однотипные. Единственное, что это класс кроссовера, Валфайр, Альфард это минивены, Камри седан, что еще, Кроун тоже седан, вот так вот как-то разделилась эта вся линейка. Все, ну а так по сути это все братья, можно так сказать, все однотипные машины. Ну, короче, что сказать могу, машиной очень доволен, топает вообще классно, тяга у нее четкая и мне нравится, как она идет, то есть она плавность хода четкая. Клиренса хватает тоже, в принципе, на Эхарьке. Нормально. Нравится мне у него. Задняя вот эта вот часть. Красиво тоже смотрится очень. Что еще по техничке можно рассказать? Ну, машина очень... Идет она по трассе как бы очень четко. Плавно. Резкая очень. На обгонах вообще просто классно обгонять машины. Ничего не боишься. Газ нажал, все, она ушла. Ну, как бы, в принципе, даже тут у меня на недельке с Prius меня хотел дернуть, не получилось ничего. Как бы я педальку нажал, хлоп от него ушел. Ну, 2,5 двигатель, куда тут? Конечно, он дури хватает, и тем более 4 ВД, он с 4 костей срывается. Машина как бы вот такая вот. Ну, взял я его, в принципе, за нормальные деньги. Вот, это хотел во Владивосток ехать, покупать машину, но во Владивостоке как-то ценники жесткие прям. И пробеги дикие. Там пробеги уже по 150, по 180 тысяч километров. А здесь как бы вот нормально. Ладно, потушу пока, пусть отдохнет. Вот кнопка старт-стоп у него тоже есть. Единственное еще различие вот у этих автомобилей, у него, у Харриера вот такая ручка КПП, как на Акве. На других автомобилях такого нет. То есть тоже Prius, у него уже электронная ручка КПП. Если с ними проблемы иногда бывают, у него есть датчик РПРНД, он тоже выходит из строя иногда бывает. Вот, растягивается трасса, он трассового исполнения идет, получается. Там, если там в Приусе это все электронное, а здесь оно трассового исполнения. Вот. Как-то так. В общем, что рассказать еще могу? Еще как бы рассказать-то особо пока нечего, потому что машина у меня в руках буквально там несколько, ну, месяца еще нету ни черта. Как бы я буду его как бы обслуживать. Масло я уже залил Molly Green. Скоро буду масло в коробке менять. Жидкостя все буду полностью менять. Ну и все на этом, в принципе. Здесь тачка такая, что ей нужно только менять все жидкостя вовремя. Это обязательное условие. И она при этом будет радовать. Главное, качественные жидкости менять ей надо будет, и все. Вот такие вот дела по электронике. Вот бывает беда, у них выходит из строя инвертор. И все, в принципе, на этом. Батарейки тоже надо смотреть, проверять. Батарейки у него обычные, как на приусах, такие же, только их очень много, 34 элемента, пачка целая. И гибридная система у него намного будет понадежнее, чем на приусах. У них нету такого, что у них проваливается середка. У них, ну, как бы, у них она как-то балансированно изнашивается, как на приусе 20-м батарейка. Не встречалось, чтобы у меня середка проваливалась еще таких машин. Ну и вообще машин этих очень мало к нам в автосервис приезжает, а это говорит о том, что говорит о их надежности все-таки по батарейке. В прошлом году к нам только 55-я Камрюха приезжала, и все на этом. Немножко как бы батарею ей сделали, контракт поменяли. Не сделали, а на контракт поменяли, и все. Больше как бы проблем никаких не было. Человек ездит, радуется. Там уже батарейка была на пределе. Так что, ребята, всем пока.
С вами был Евгений. Покупайте себе нужные автомобили, именно те автомобили, какие вы желаете. То есть, как это говорится, как в фильме-то было, «Кавказская пленница». Так выпьем же за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями. Вот, как бы так. Ставьте лайк, ребята, нашему каналу. Вот такой вот автомобиль я себе приобрел и очень доволен. Ездить я на нем буду долго, потому что это для меня новый автомобиль. Как бы так. Все, всем пока. За милей автомобили тесным потоком дорогу укрыли. Красный, зеленый, оранжевый, синий в зеркале заднего вида застыли. Мчится по шоссе машины, обгоняя все. Моя Тойота словно птица. Неужели ты моя? Сажусь за руль и счастлив я, а может мне все это снится? Мчится по шоссе машины, обгоняя все. Моя Тойота словно птица. Неужели ты моя? Сажусь за руль и счастлив я, а может мне все это снится? Дела улучшаются, давлю на педаль, и все получается быстрее, чем мысли, удобнее, чем в кресле. Я просто лечу и пою эту песню. Мчится по шоссе машины, обгоняя все. Моя Тойота словно птица. Неужели ты моя? Сажусь за руль и счастлив я, а может мне все это снится? Мчится по шоссе машины, обгоняя все. Моя Тойота словно птица. Неужели ты моя? Сажусь за руль и счастлив я, а может... Денежку кинь. Это у нас традиция такая, надо кинуть денежку в дерево. Здесь есть вот такие деревья. И чтобы заехать в Ангаласский улус нормально, надо вот копеечку кинуть сюда. Ну кто ладушки носит, то что такое место священное у нас тут. Кормушка есть. Ангаласский улус.